Здравствуйте, уважаемые коллеги. С сегодняшнего дня мы начинаем с вами серию вебинаров, которые проводим совместно со специалистами Военного комиссариата Республики Коми. Эти вебинары будут направлены на повышение информационной и педагогической компетентности учителей и преподавателей, организаторов по ОБЖ. Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре, который мы проводим совместно с Военным комиссариатом Республики Коми. И вебинар очень важный. Его тема «Порядок и условия приема обучающихся выпускников в профессиональной организации Министерства обороны Российской Федерации». Вебинар будут проводить Соловьев Денис Владимирович, начальник управления начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Республики Коми, и Иван Валерьевич Собашников, временно исполняющий обязанности начальника Центра военно-врачебной экспертной комиссии Военного комиссариата Республики Коми. Сегодня мы с вами рассмотрим вопросы, которые будут посвящены нормативно-правовому и организационному порядку отбора кандидатов для поступления в образовательные организации Министерства обороны, а также рассмотрим, нам охарактеризуют вопросы, которые касаются условий приема организации конкурсных испытаний в эти образовательные организации. Ну и также Иван Валерьевич расскажет об особенностях определения качества здоровья наших призывников. Итак, начинаем реализацию плана нашего вебинара. Слово предоставляется Соловьеву Денису Владимировичу. Пожалуйста. Добрый день, участники вебинара. Значит, цели, которые мы сегодня хотим преследовать, это выработка единых подходов при рассмотрении граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявивших желание поступать в вузы с учетом всех предъявляемых требований. Вторая цель – это проведение своевременного и качественного отбора для обучения по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой для обучения в вузах Министерства обороны. Основные руководящие документы по отбору граждан в вузы Министерства обороны – это Конституция Российской Федерации, Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе 53 ФЗ, постановление правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года номер 565 об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе, приказ министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 года номер 185 об утверждении порядка и условий приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации от 2005 года номер 93/48 об утверждении инструкции об условиях и порядке приема в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации, в которых предусмотрена подготовка кадров для внутренних войск, и в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Следующий приказ – это приказ министра обороны номер 50 от 2000 года об утверждении руководства по профессионально-психологическому отбору, ну и методические рекомендации Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации об организации военно-врачебной экспертизы в вооруженных силах. Значит, что подразумевает собой организация предварительного отбора граждан для обучения в вузах Министерства обороны? Она включает в собой это планирование предварительного отбора, проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации, направленных для привлечения граждан на обучение в вузах Министерства обороны, предварительный отбор граждан для обучения, направление в вузы Министерства обороны дел кандидатов для принятия решения об их допуске к прохождению профессионального отбора и направление кандидатов в вузы для прохождения вступительных испытаний. Значит, первое, что хотелось бы рассмотреть, это планирование предварительного отбора кандидатов. Значит, ежегодно к 1 августу года, предшествующего году приема в вузы Министерства обороны, Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба по согласованию с Главным управлением кадров
на основании норматива набора курсантов или решения министра обороны Российской Федерации по численности набора курсантов, а также расчетов изменения численности должностей переменного состава, разрабатывается предварительный план отбора. Значит, он разрабатывается на основании 4 кандидатов на одно учебное место при поступлении на обучение в ВУЗ по программам с полной военно-специальной подготовкой по военным специальностям летчиков, штурманов и подводного плавания. То есть для конкурсного отбора граждан. И 3 кандидатов на одно учебное место при поступлении на обучение в ВУЗ по программам с полной военно-специальной подготовкой по другим военно-учетным специальностям. Значит, данная выписка, она направляется до 2020 года Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба, доводится до командующего Северным флотом, ну это если применительно к нам. И до 1 сентября того же года организуется разработка частного плана предварительного отбора кандидатов. Далее, до 1 октября, значит, частный план доводится до военных комиссариатов, ну и, соответственно, военные комиссариаты уже приступают к планированию и проведению мероприятий предварительного отбора кандидатов. Следующий вопрос – это проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации и предварительному отбору. Военно-профессиональная ориентация граждан на выбор профессии офицера имеет своей целью формирование у них готовности к осознанному выбору военной службы на воинских должностях офицеров, прапорщиков, мичманов в качестве приоритетного вида профессиональной деятельности и проводится в интересах полного и качественного комплектования вузов Министерства обороны курсантами. Основными направлениями военно-профессиональной ориентации являются военно-профессиональное просвещение и военно-профессиональное консультирование. Военно-профессиональная ориентация граждан осуществляется представителями военных комиссариатов, военно-учебных заведений, воинских частей. Ну и хотелось бы отметить, что и в школах тоже у нас осуществляется именно военно-профессиональная ориентация и просвещение. То есть в школах у нас преподаватели ОБЖ тоже преподают данную тему в рамках основ военной службы. Значит, все это относится к военно-профессиональной ориентации. Вся работа по военно-профессиональной ориентации должна носить плановый характер. Для этого военными комиссариатами городов и районов Республики Коми разрабатывается план мероприятий по военно-профессиональной ориентации и предварительному отбору кандидатов для поступления в вузы, который, в свою очередь, и предусматривает это проведение бесед со школьниками. В первую очередь необходимо, на мой взгляд, эти мероприятия проводить уже в 10 классе, то есть не в 11, когда уже выпускные у нас экзамены, и ребята на распутье, как говорится, им очень много, вы знаете, предложений и от вузов Министерства обороны, от вузов МВД, МЧС, УФСИН и гражданских вузов. Поэтому данную работу целесообразно проводить в 10 классе. То есть в период, когда ребята будут проходить первоначальную постановку на воинский учет, у них будет определена категория годности, то есть уже каждый ребенок будет знать, что он годен для поступления в высшие либо средние учебные заведения Министерства обороны. Поэтому и необходимо уже в 10 классе проводить данную работу. Значит, для качественного проведения мероприятий по военно-профессиональной ориентации и предварительному отбору в план мероприятий, на мой взгляд, необходимо включить это ежемесячное подведение итогов работы должностных лиц призывной комиссии муниципального образования по вопросам предварительного отбора кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу. Размещение в СМИ городов и районов информации о порядке и условиях поступления в военные учебные заведения, а также выступления должностных лиц на телевидении, радио по вопросам поступления граждан в вузы Министерства обороны. Следующее. Подготовку и проведение совещаний по вопросам активизации работы, направленной на военно-профессиональную ориентацию молодежи и отбор кандидатов для поступления в вузы Министерства обороны совместно с членами призывной комиссии. Как вы знаете, у нас в призывную комиссию входят и представители управления образованием. Обязательно они туда входят по федеральному закону о воинской обязанности военной службы.
Следующее. Подготовку и проведение в каждом общеобразовательном, среднем профессиональном учебном заведении города или района беседы с юношами и девушками по вопросам поступления в вузы. Подготовку и проведение бесед с родителями выпускников общеобразовательных учебных заведений о преимуществах обучения. Все вы знаете, у нас большую роль в 10-11 классе имеют родители наших будущих защитников Отечества. Поэтому родители как никогда могут, если ребенок еще не определился, не знает, возраст такой, что и в основном немногие еще и определились с выбором своей профессии, но родители в этом плане могут очень сильно помочь. Но если родители сами ничего не знают, то помочь они, естественно, не могут. Поэтому данная работа прежде всего для военных комиссариатов, совместно со школами, средними профессиональными образовательными учреждениями необходимо уделить именно родительским собраниям. То есть необходимо приглашать работников военных комиссариатов для того, чтобы они именно с родителями поработали в данном направлении, чтобы они довели ту информацию, которая у них на сегодняшний день есть. Это и о правилах приемов поступления, и о том, какие вузы есть в Министерстве обороны. Я потом остановлюсь конкретно на вузах и остановлюсь конкретно по девушкам, потому что очень много у нас вопросов именно по девушкам почему-то. То есть не сколько по мальчикам, звонят постоянно, спрашивают, могут ли девушки поступить. Я потом остановлюсь на этом. Дальше. Подготовку и проведение бесед. Сказал, организацию встреч учащихся с курсантами военно-учебных заведений. Значит, тут у нас небольшое, как говорится, есть проблемы, потому что военно-учебных заведений на территории Республики Коми нет, вы знаете. И, как правило, отпуск у курсантов у нас летом, то есть когда образовательного процесса уже нет, то курсанты прибывают сюда в отпуска. Поэтому здесь немножко затруднения выходят, потому что нет именно военно-учебных заведений. Но бывает так, что все равно курсанты приезжают по личным обстоятельствам в отпуск, мы с ними связываемся, они приходят в учебные заведения, в школы, и по возможности проводят беседы. Следующее. Подготовка обращений командирам воинских частей, начальникам учебных заведений о выделении офицерского состава для оказания помощи в проведении мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан, а также истребованию агитационного материала с учебных заведений. Мы данную работу проводим, присылают не так много, но мы стараемся все, что к нам приходит, мы стараемся все это распространять. Проведение совместно с центрами занятости населения ярмарок профессий, направленных на информирование граждан о получении высшего и среднего профессионального образования в военных вузах. Следующее. Во взаимодействии с региональным центром подготовки граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, зональными муниципальными центрами подготовки граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, клубами военно-патриотической направленности, проведение работ в общеобразовательных средних профессиональных учебных заведений по выбору именно профессии, военной профессии. То есть мы привлекаем ветеранов вооруженных сил, привлекаем военно-патриотические клубы для проведения данных бесед. Организацию предварительного медицинского осмотра граждан, изъявивших желание поступать в образовательных организации Министерства обороны с целью исключения направления на предварительное медицинское освидетельствование военного комиссариата Республики Коми, негодных к поступлению кандидатов. То есть для того, чтобы родители не тратили лишний раз деньги, поэтому предварительно все вот эти личные дела председатель, временно исполняющий обязанности председателя Центра военно-врачебной экспертизы, он все их просматривает для того, чтобы исключить направление тех ребят, которые будут негодны, то есть чтобы лишний раз не тратили денежные средства. Следующий момент – это проведение профессионально-психологического отбора граждан с целью определения категории профессиональной пригодности, организацию взаимодействия с ветеранами вооруженных сил для привлечения их к участию в мероприятиях по военно-профессиональной ориентации граждан. Перейдем к третьему вопросу. То есть это я перечислил необходимые, на мой взгляд, цели, которые мы должны именно при разработке плана предварительного отбора учесть. Предварительный отбор граждан на обучение в военных вузах, как он осуществляется?
Ну, в первую очередь, в качестве кандидатов на поступление в вузы на обучение курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование. То есть в обязательном порядке должны закончить 11 классов. Так, если по-простому. Значит, рассматриваются какие граждане? Это граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу. То есть те, которые не проходили военную службу по призыву, они рассматриваются от 16 до 22 лет. Граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до достижения им возраста 24 лет. То есть у нас ребята, допустим, 18 лет закончили, в 17 лет закончили учебное заведение, 18 лет его призвали по призыву, год службы, ну, получается, в 19 лет он может поступить в военно-учебное заведение. До 24 лет. Следующее. Военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, кроме офицеров, поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой до достижения ими возраста 27 лет. Разъясню. То есть, если человек закончил, допустим, ну, даже пусть среднее профессиональное учреждение, он его закончил, поступил на военную службу по контракту, вот, до 27 лет он может поступить у нас в военно-учебное заведение. И, значит, на обучение по программам среднего профессионального образования до 30 лет. То есть могут поступить ребята. Возраст определяется по состоянию на 1 августа, года приема в вуз. То есть если у него там в ноябре исполняется, допустим, там 22 года, то он до 1 августа может иметь право еще поступить. Кандидаты на поступление в вузы на обучение курсантами должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на военную службу по контракту. Ну, я дальше остановлюсь на этом подробнее. Граждане, изъявившие желание обучаться в военном институте физической культуры, город Санкт-Петербург, есть у нас такой институт физической культуры, по специальности служебно-прикладная физическая подготовка рассматриваются в качестве кандидатов на поступление при их соответствии установленным требованиям и наличии у них спортивного звания или спортивного разряда не ниже 1-го по одному из видов спорта. То есть у них должна быть обязательно удостоверение о спортивном звании либо спортивном разряде. Военный университет Министерства обороны в город Москву по специальности дирижирования военным духовым оркестром, значит, должен иметь профессиональные навыки игры на одном из инструментов духового оркестра. То есть это обязательные требования вот именно в этих двух вузах. В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона номер 53 о воинской обязанности и военной службе и пунктом 53 приказа министра обороны Российской Федерации об утверждении порядка и условий приема в образовательной организации высшего образования, призывные комиссии муниципальных образований организуют предварительный отбор граждан, изъявивших желание поступать в военные образовательные организации высшего образования, и выносят решение о направлении их для прохождения вступительных испытаний. То есть решение принимает призывная комиссия. Предварительный отбор осуществляется в целях направления для прохождения профессионального отбора в вузы кандидатов, соответствующих установленным требованиям, и включает в себя определение годности кандидатов к обучению в вузах. Первое, что мы смотрим при определении, это именно категория годности. Категория годности обязательно должна быть А, то есть это годен к военной службе. Значит, состояние здоровья рассматриваем, возраст, уровень образования, как я говорил, уже не ниже среднего, то есть 11 классов. Наличие обязательно гражданства Российской Федерации, уровень физической подготовленности и категорию профессиональной пригодности. Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в вузы Министерства обороны на обучение курсантами, подают в военный комиссариат заявление по месту жительства до 20 апреля.
а поступающие в вузы, отбор в который производится после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, до 1 апреля. Но сейчас, я уже говорил, сроки у нас увеличились, то есть сейчас мы будем принимать заявления до 1 июля. Но согласно приказу, если бы не было пандемии, то заявления мы принимаем до 20 апреля. Указанные заявления регистрируются в журнале учета заявлений кандидатов на поступление. Далее, значит, кандидатам оформляется личное дело, потом кандидат, я кратко буду, не буду уже тут зачитывать, далее кандидат оформляется личное дело, далее кандидат направляется на вынесение категории годности, на военно-врачебную комиссию направляется, военный комиссариат Республики Коми, где проходит военно-врачебную комиссию. Далее личное дело мы направляем в ВУЗ Министерства обороны, ну и, соответственно, с ВУЗа Министерства обороны в адрес военного комиссариата и в адрес кандидата направляется приглашение, вызов так называемый, для вступительных испытаний. Значит, к заявлению кандидата что прилагается? К заявлению прилагается, то есть это ребята должны уже с собой, как говорится, принести. Это копия свидетельства о рождении, копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиографию заполняет, характеристика на кандидата, поступающего в высшее военно-учебное заведение с места работы, учебы либо военной службы. Далее копия документов об образовании. 3 фотографии размером 4,5 на 6, справка об обучении, либо о периоде обучения для обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. Далее кандидат у нас проходит профотбор, который включает в себя социально-психологическое изучение и психологическое, и психофизиологическое обследование. Методику, я не буду рассказывать, там даются тесты, у нас 3 теста, это С-тест, потом краткий ориентировочный тест и опросник военно-профессиональной пригодности, по которым специалист профотбора выносит заключение о профессиональной пригодности кандидата. Далее, значит, сейчас вот трудности у нас создались, это именно с обязательными диагностическими исследованиями. Все вы знаете, что многие лечебные учреждения переквалифицировались именно на пандемию, и не принимают. Но мы сейчас эту проблему решаем. Я думаю, что мы в ближайшее время, Иван Валерьевич, решим эту проблему. Я думаю, не будет. То есть у нас ребята спокойно сдадут и общий анализ крови, мочи, электрокардиографию, исследования на наркотические средства, исследование крови на антитела гепатита Б и С, серологические реакции на сифилис и тому подобное. Значит, гражданину, который прибыл в военный комиссариат Республики Коми для прохождения военной врачебной комиссии, при себе необходимо иметь паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего призыву, либо военный билет, дело кандидата и медицинские документы. После прохождения кандидату бывает военный комиссариат по месту жительства, как я уже и говорил. Значит, направление военные вузы, дел кандидатов для принятия решения об их допуске к прохождению профессионального отбора. Дело кандидата, карта медицинского свидетельства с обязательными диагностическими исследованиями и карта профессионально-психологического отбора направляется в вузы до 20 мая года приема в вуз. Сейчас, как я уже говорил, мы эти сроки продлили. То есть мы будем вплоть до, я думаю, до 10 июля, то есть мы до 30 июня еще принимаем заявление. До 10 июля мы все личные дела должны будем направить в вузы Министерства обороны. Значит, в случае, когда подходит крайний срок направления дела кандидата в вуз, а карточка допуска не готова, бывает такое, что органы ФСБ не успели там еще что-то, то указанные дела кандидатов направляются в военные вузы через военные комиссариаты.
городов и районов, а далее мы уже направляем, то есть как приходит нам карточка о допуске, направляем эту карточку допуска. В случае, когда кандидат, то есть ребенок, родители, изъявил желание самостоятельно направить свое дело, он пишет расписку о получении дела на руки, и, соответственно, мы это дело на руки ему выдаем, он едет с этим делом в ВУЗ, Министерство обороны. Как правило, таких мало детей, то есть мы направляем в ВУЗ, не было с этим никаких проблем. Порядок направления кандидатов в вузы Министерства обороны для прохождения вступительных испытаний. В этом году, сейчас я вам расскажу, только вот недавно у нас информация поступила. Значит, в этом году приемная комиссия будет проводиться в военном комиссариате Республики Коми. То есть не в вузы поедете, кто изъявил желание, не в вузы у нас ребята поедут, а приемную комиссию будут проводить именно в военном комиссариате Республики Коми. Предварительно у нас уже числа есть с 15 июля по 5 августа. То есть те ребята, которые изъявили желание поступать в вузы Министерства обороны, мы далее потом доведем, где это будет, либо это будет в городе Сыктывкаре, либо это будет на сборном пункте Республики Коми, потому что там есть и проживание, и территория. Будут прибывать туда для прохождения вступительных испытаний. То есть это прохождение медицинской комиссии, проверка уровня физической подготовленности и профессионально-психологический отбор. Мы дополнительно еще доведем. То есть сейчас у нас пока предварительная такая информация. Значит, приемная комиссия вуза рассматривает поступившие документы кандидатов на обучение, определяет соответствие отобранных кандидатов установленных требований и принимает решение об их допуске к прохождению профессионального отбора. Решения приемных комиссий вузов о допуске кандидатов к прохождению профессионального отбора направляются в военные комиссариаты городов и районов по месту жительства и самих кандидатов. Должностные лица военных комиссариатов дублируют направление вызовов до кандидатов. То есть в любом случае, если приходит вызов в военный комиссариат города, района, значит, должностные лица, они направляют данную информацию до родителей, либо до самих кандидатов. Значит, на что хотелось бы обратить внимание. Значит, на сегодняшний день у нас прием в высшие профессиональные образовательные учреждения Министерства обороны осуществляет 35 вузов. Перечислять, я думаю, не будем. 35 вузов. Значит, потом далее вузы войск Национальной гвардии. Также мы осуществляем прием документов. Их 4. И вузы МЧС Российской Федерации в один вуз. Это в Академию гражданской защиты МЧС, город Москву. Средние профессиональные образовательные учреждения Министерства обороны у нас на сегодняшний день осуществляют прием в 26 вузов. То есть 35 это высшее и 26 это среднее профессиональное образование. Что касается девушек, значит, девушки у нас тоже имеют право поступать в вузы Министерства обороны. На сегодняшний день у нас существует сейчас я посчитаю, 8, 9, 10. 10 вузов Министерства обороны, которые осуществляют прием граждан женского пола. Это Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище по специальности инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Значит, программа обучения, она рассчитана на получение курсантами знаний по системам, сетям, комплексам и средствам специальной связи, способам организации и обеспечения специальной связи, эксплуатации соответствующих систем и комплексов. Следующее. Это Военная академия радиационной, химической и биологической защиты. Значит, сфера профессиональной деятельности выпускников связана с материаловедческой экспертизой и эксплуатацией узлов, элементов, приборов и образцов вооружений и военной техники и организацией мероприятий по защите вооружений и военной техники
от коррозии, старения и биоповреждений. Это я именно про девушек говорю специальности. Потому что очень много вопросов именно по девушкам. Следующее. Военный институт, военно-морской политехнический, на базе военного учебно-научного центра военно-морского флота, военно-морская академия, город Санкт-Петербург. Значит, они принимают на специальность применение эксплуатации автоматизированных систем специального назначения. Выпускники обеспечивают эксплуатацию автоматизированных командных пунктов, крупных объединений, соединений различных видов и родов войск. Следующий институт – это военно-учебно-научный центр военно-морского флота в городе Калининград. У них специальность инфокоммуникационные технологии, системы специальной связи. Это то, что я останавливался уже по Рязанскому высшему командному училищу. Институт следующий – это Краснодарское высшее авиационное училище летчиков. Тоже девушек набирает. Город Краснодар. Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов. Завершив обучение в ВУЗе, молодые лейтенанты смогут управлять авиационными комплексами в мирное и военное время в качестве членов экипажа, организовывать и обеспечивать управление воздушным движением. Это вот такие специальности. ВУЗ следующий – это Военная академия воздушно-космической обороны. Выпускники будут обеспечить эксплуатацию автоматизированных командных пунктов, крупных объединений, соединений различных видов и родов войск. Следующий вуз – это Военная академия ракетных войск стратегического назначения. Она находится у нас в городе Балашиха. Значит, выпускники будут то же самое обеспечивать командные пункты крупных объединений, соединений различных видов и родов войск. Военная академия связи в городе Санкт-Петербурге. То же самое, у них применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения. Военный университет в городе Москва. Перевод и переводоведение. Ну, у нас случаи были, у нас девушки туда поступали, очень качественно там обучают именно перевод, специальности перевод и переводоведение. Выпускники там получают квалификацию лингвист-переводчик. Ну, сами понимаете, очень такая востребованная на сегодняшний день специальность. Плюс еще получают лейтенанта вооруженных сил. Это очень хорошо. Область их военно-профессиональной деятельности включает в себя лингвистическое обеспечение задач международной деятельности, а также лингвистическую подготовку военнослужащих и лиц гражданского персонала, обеспечение развития сотрудничества с образовательными центрами зарубежных государств по вопросам лингвистической подготовки. И у нас многие девушки тоже туда поступают. Это военно-медицинская академия, город Санкт-Петербург. Ну, такая более востребована. Там у нас две профессии. Это лечебное дело, программа среднего профессионального образования со средней военно-специальной подготовкой. Выпускники получают квалификацию фельдшер. И лечебное дело, программа высшего образования с полной военно-специальной подготовкой. Выпускники получают квалификацию врача. Плюсы какие для поступающих? Ну, первое, это получают воинское звание по выпуску, если высшее учебное заведение, это получают звание лейтенанта. Соответственно, на время обучения полное обеспечение. Это денежное довольствие от 15 тысяч. Ну, не каждый сейчас работающий может так себе позволить, а тут курсанты вузов получают такое денежное довольствие. Далее, вещевое довольствие полное, питание, медицинское обеспечение. По выпуску гарантировано трудоустройство, то есть сразу распределение идет, то есть никто не остается без должностей, все будут распределены на должности. Ну и в дальнейшем пенсионное обеспечение. Все вы знаете, что у нас пенсионный возраст по России поднялся для мужского, женского населения. Здесь у нас никаких изменений на сегодняшний день нет. То есть необходимо 20 лет в льготном исчислении. Что такое льготном исчислении? То есть, допустим, выпускник образовательной организации, Министерства обороны,
выпустился, его направили для прохождения дальнейшей службы в город Воркута. Там у нас идет год за 2. Соответственно, ну, тут нетрудно посчитать, сколько необходимо, чтобы ему выйти на пенсию. То есть, если в 22 года, ну, 5 лет, грубо говоря, человек заканчивает учебное заведение, переводится в Воркуту, 5 лет у него уже идет в стаж, то есть это календарные исчисления выслуги лет, это уже идет в стаж. Далее он едет в Воркуту, ему необходимо сколько? 15 лет до пенсии. Там, если год за 2, делим 15 лет напополам, соответственно, это будет у нас 7,5 лет. Вот 22 плюс 7,5, ну 8, грубо говоря, 8. 22 плюс 8, в 30 лет пенсионер. Ну это год за 2 где. Допустим, здесь в Сыктывкаре у нас год за 1,5. То есть чуть-чуть больше необходимо. Но приблизительно все офицеры к 40 годам уже становятся пенсионерами. Можно так сказать. Ну, пенсию, конечно, не платят, пока служишь, но выходишь ну, если увольняешься по различным причинам, то уже государство гарантированно платит пенсию. Ну, в 40 лет, я думаю, на гражданке как бы тяжело заработать пенсию. Есть, конечно, и минусы. Ну, это, естественно, военная служба, она нелегкая задача, то есть есть свои минусы, есть плюсы. Еще хотел остановиться на обеспечении жилыми помещениями. То есть каждый лейтенант, он выпускается, 5 лет проходит, имеет право на ипотеку. Военная ипотека вступает именно в военную ипотеку, ну, соответственно, имеет право, приобретает жилое помещение, ну, соответственно, дальше уже Министерство обороны, пока он служит, платит именно, ну, ипотеку вот эту. То есть это тоже большой плюс. То есть это жилищное, я считаю, это жилищное обеспечение, пенсионное обеспечение, денежное довольствие, тоже приличное сейчас в вооруженных силах. То есть, ну, и еще один момент, если в районах Крайнего Севера еще выдается продовольственный паек в натуральном виде. И 1 раз в год проезд для военнослужащего и одного члена семьи, он бесплатный, каждый год. То есть каждый год, именно где в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, военнослужащий имеет право бесплатного проезда в отпуск в любую точку нашей страны. Ну, соответственно, на самолете, на поезде, там уже не важно. Вот, я думаю, что я основные вопросы раскрыл. Вот, если есть какие-то вопросы, готовы ответить. Уточнение, Денис Владимирович. Вот среди документов вы перечислили, которые необходимы для поступления. А будут ли учитываться какие-то личностные достижения школьников из их портфолио? Потому что преподаватели ОБЖ составляют портфолио, вернее, ученики составляют портфолио своих достижений, и входят туда дипломы, грамоты, участие в каких-то специализированных конкурсах. Это обязательно. Даже есть начисление баллов, то есть увеличиваются баллы при поступлении. Если, допустим, имеет спортивный разряд, допустим, сдал ГТО на золотой знак, тоже это все учитывается. Есть льготы для детей военнослужащих. Хорошо. То есть льготы есть, вот эти все льготы, именно приемная комиссия, она будет учитывать. Поэтому чем больше у нас кандидаты соберут документов, всех, допустим, участвовали в олимпиадах, где-то еще, они все это собирают, с собой приносят, и в приемную комиссию уже, если будет какой-то спорный вопрос, допустим, равные очки для зачисления, баллы, и у того человека, у которого будет знак ГТО, допустим, золотой, он будет преимущественное право иметь. Да, это очень хорошо. Так, и вот такой вот еще вопрос. Значит, в связи с пандемией сроки с подачи заявлений, они отодвинулись на такой поздний срок, как до 30 июня. Так, я поняла. И вот через какие структуры, через какие источники информации вот эти сведения могут быть еще доведены до желающих? Может быть, ну, не знали, что есть такая возможность? Как вот это? Но мы, во-первых, довели все до военных комиссаров городов и районов, далее они, соответственно, информацию в СМИ дали,
Вот. Ну и при работе с кандидатами они, соответственно, доводили уже эту информацию с школьниками, потому что вся база, воинский учет, именно в военных комиссариатах, то есть мы уже видим там основной, как говорится, костяк кандидатов, это те, кто годные, во-первых, и, естественно, информация до них доводилась, что сроки увеличились. Так, хорошо, спасибо. Вы очень подробно осветили весь путь движения нашего выпускника от завершения обучения в школе, чуть ли не до пенсии уже, знаем плюсы и минусы военной службы. Спасибо большое. Значит, и еще раз. Получается так, что заявления принимаются в военные комиссариаты до 30 июня, отправка дел до 10 июля происходит, и впервые приезжает в Республику Коми приемная комиссия, так, Министерства обороны, так скажем, и будет проходить приемные испытания с 15 июля по 5 августа включительно. Это таким образом. Так, хорошо, то есть вот это вот четкий такой вот алгоритм, надо как-то нам будет еще раз где-то осветить, чтобы все, кто хочет, может, да, приняли участие вот в этой вот приемной кампании поступления в учебные заведения Министерства обороны. А вот еще вот чем различается? У вас такое идет разделение. Есть, значит, можно получить высшее образование в вузах Министерства обороны, и можно получить специальное, среднее профессиональное образование, но тоже в вузах. Тоже в вузах Министерства обороны. Так, в чем здесь различие? Разделение то, что выше, во-первых, 5 лет обучения. Если в военно-медицинской академии, там 6 лет. То есть на год больше врачи. Ну, соответственно, получают высшее образование. Если среднее, то среднее профессиональное образование. И получают прапорщика мичмана, то есть не лейтенанта, прапорщика мичмана. Вот. Ну, вот если взять даже по институтам, вот у нас, ну, чтобы разделение такое вот как бы дать, высшее готовят, как правило, не как правило, а готовят офицеров. То есть именно на командной должности. А среднее профессиональное образование они готовят на должности, допустим, вот сейчас вот, допустим, 161-я школа техников РВСН. То есть они готовят именно технический персонал. Также, если смотреть в разрезе, допустим, вот есть у нас 183-й учебный центр Ростова-на-Дону, военный институт физической культуры, но они готовят прапорщиков, то есть ну, именно средние специальности тоже они нужны, да, поэтому не всем быть, как говорится, командовать, кто-то должен сопровождать, да, то есть есть должности, те, которые именно технические, то есть, допустим, на аэродроме техники, они, как правило, прапорщики, необходимо их готовить для того, чтобы они ту же технику, летательные аппараты обслуживали, ну, то есть в таком ракурсе. Поэтому разделение идет такое. И там обучение у нас 3 года. Спасибо большое. Так, ну что же, передаем слово Ивану Валерьевичу, который расскажет о том, как определяется уровень здоровья, да? Да. Вопрос очень важный. Пожалуйста. Иван Валерьевич, говорил начальника Центра военного экспертизы военного комиссариата Республики Коми. Вот, продолжение нашего сегодняшнего вебинара. Хочу сказать, что вот то, что было сказано. Первая ступенька к всему этому, если кандидат изъявил желание получить именно военное образование, связать свою дальнейшую жизнь с военной специальностью, начинается со здоровья. Есть в свободном доступе. Есть такое волшебное постановление по военно-врачебной экспертизе 565, в котором перечислены все требования, в том числе и к поступающим, в том числе и к службе вооруженных сил Российской Федерации. Здесь, в этом постановлении, выделено 5 категорий годности. Уже по одной категории годности было сказано, что это категория годности А. Это годен к военной службе безо всяких ограничений. То, что нас и интересует и при призыве на военную службу, то, что нас интересует и при поступлении в учебное заведение.
Есть категория годности Б. Это годен к военной службе с незначительными ограничениями. Иногда приходят методические рекомендации, когда в какой-то вуз идет послабление по состоянию здоровья в зависимости от той специальности, которую они выбирают. Да? То есть если идет научно-учебная рота, упор идет больше электроника, компьютеры, то может быть сколиоз первой степени им немножко и прощается, там Б3, да? То есть это индивидуальный подход смотрим. Следующая категория годности, ну, всего категории годности скажу, что их 5. Это В, ограниченно годен к военной службе. Она говорит о том, что данный кандидат нас не интересует. По состоянию здоровья он будет нам интересен, если вдруг произойдет какие-то время Ч, изменится мирная обстановка, тогда они призываются, да? Г. Временно не годен к военной службе. Это говорит о том, что у кандидата есть какое-то заболевание, которое требует дообследования, и только после проведения обследования будет вынесено окончание категории годности. Например, у молодого человека или у девушки имеется плоскостопие первой степени, что не является противопоказанием, но нам надо уточниться с диагнозом. Поэтому проходит обследование. Могу сразу сказать, что все обследования, которые вы проходите на местах, которые мы требуем, да, то есть перечень основных обследований, с которых начинается разговор по военно-врачебной экспертизе, начальник отдела озвучил, но есть дополнительные, которые мы тоже требуем при прохождении медицинского осмотра. И вот тоже убедительная просьба, все эти потом обследования не забывать дома, все выписки из амбулаторной карты, которые вам врачи-специалисты Центра военной экспертизы говорят взять с собой, обязательно взять на вступительный экзамен для прохождения медицинской комиссии, чтобы вы повторно не проходили те же самые обследования, которые вы проходили здесь у нас дома. Потому что все равно, если вы не привезете документы, в чем изюминка военно-врачебной экспертизы, мы смотрим данные проведенных исследований. Вы можете говорить из анамнеза, что мы проходили, мы лечили, все прошло, но нам нужны подтверждающие документы, что у вас действительно все прошло. И чтобы в этом году, да, у вас большой бонус, в первый раз вступительные экзамены будут проходиться на территории субъекта Российской Федерации, то есть как говорят студенты в народе, и дома и стены помогают. Представьте, что вы выехали там в Москву, в Санкт-Петербург, да, и при прохождении медицинской комиссии врач захотел уточниться по какому-то вашему заболеванию. То есть вы идете в незнакомом городе, вы идете, хоть у вас есть направление на руках, не идете в незнакомую поликлинику, стоите в очередь, да, там. В лучшем случае страховой полис вы с собой берете, в худшем вы его забываете, обследование надо пройти, у вас остается один путь пройти, это все платно, это лишние траты. Поэтому вот те документы, которые просят врачи военно-врачебной экспертизы, обязательно берите. И при прохождении медицинской комиссии основной документ, который должен быть у вас на руках, это ваша амбулаторная карта, в которой расписаны все заболевания практически с вашего детского возраста. Есть передаточные эпикризы. Это все изучается и нами, это будет изучаться членами врачами медицинской комиссии, которая будет здесь проводить отбор кандидатов в учебное заведение. Ну и последняя категория годности – это категория годности D, когда человек настолько болен, что он вообще снимается с воинского учета. Значит, еще раз повторяю, что нас интересует из всех мной перечисленных категорий, это категория годности А. 565-е постановление, оно имеется у нас, еще раз подчеркну, в свободном доступе в интернете. Последние изменения этого постановления были 27 февраля 2020 года, то есть по некоторым заболеваниям, в частности по поступающим в учебное заведение, там есть небольшие послабления. По некоторым статьям есть сноска, что при поступлении в учебное заведение, если там заболевание есть незначительно, без нарушения функции органа и системы, оно не может быть рассмотрено и считается, что это категория годности А. Это раз. Но хочется подчеркнуть, что молодым людям уже немножко проще поступать и проходить медицинскую комиссию. Почему? Потому что еще во время учебы в школе при постановке на первичный воинский учет они проходят медицинскую комиссию, где предварительно, почему называется первичный воинский учет, то есть предварительно уточняется категория годности их к военной службе. И при достижении 18-летнего возраста, если молодой человек никуда не поступает, никакое учебное заведение не избирает, он подлежит на что? Призыву на военную службу. И для того, чтобы мы знали наш с вами ресурс,
что мы можем призвать, какие категории, кому надо пройти обследование, кому надо уточниться, да, кто у нас будет, не будет. Молодые люди, видно, проводят вот эти мероприятия. Поэтому, когда молодой человек уже как бы принимает решение по поступлению в учебное заведение, у него уже есть предварительная категория годности, и начальник отдела подчеркнул, что основным документом для прохождения военно-врачебной комиссии является как бы приписное свидетельство, в котором указана категория годности. Да, предварительно идет отбор личных дел, просматриваются личные дела. Хочу тоже подчеркнуть, с какой целью, потому что, чтобы призывник, кандидат не приезжал в город Сыктывкар зря, допустим, с Воркуты, с Инты, там, с Усинска, да, то есть это время, это деньги, изучается личное дело, и если у нас возникают вопросы, то, в принципе, мы и так и говорим, что не рекомендовано направление или рекомендовано к нам приехать с такими-то обследованиями, да. Если у него была выставлена ранее категория годности Г, он был временно негоден к военной службе, у врачей муниципальных образований возникали вопросы по его состоянию здоровья, ему давалось время пройти данное обследование. Если данное обследование подтверждает, что да, он действительно здоров, и это заболевание не является критичным, да, он может приехать и прийти у нас в военном представительстве Республики предварительный, еще раз подчеркиваю, медицинский осмотр по отбору по поступлению в учебное заведение. Окончательное заключение будет выносить то учебное заведение, военно-врачебная комиссия, куда приедет гражданин поступать. Но опять же говорю, что в этом году бонус, это все будет проходить на территории субъекта Российской Федерации, то есть у нас. Окончательное решение принимает комиссия этого учебного заведения, и если они с нами согласны, то первая ступень благополучно кандидата, она проходит. Да? Следующие уже испытания, там уже физические, там, плавание, там, физвоспитание, там нормативы сдаются, да? Могут по каким-то предметам проходить собеседование, но первая ступенька – это все-таки здоровье. За здоровьем призываю, что, в принципе, надо молодых людей настраивать как бы заранее. Но вот я коснулся как бы вот молодых людей, у которых где-то диспансеризация, первоначалка. Ну, у девушек выпадает вот это звено постановки на первичный воинский учет. То есть они у нас не являются военнообязанными. У них немножко как бы все попроще. Если девушка изъявила желание подать заявление в учебное заведение Министерства обороны, приходит в военный комиссариат ближайший, где она территориально находится, и дают список анализов, которые были уже озвучены, которые должна она сдать, должны пройти медицинское обследование. И с этими обследованиями к нам приезжает на предварительный медицинский осмотр. Да, здесь, к сожалению, у нас такова практика, что случаются небольшие трагедии. То есть вот, дамы из семьи военных желают служить, но в связи с тем, что в свое время не было должного внимания на свое здоровье, к сожалению, мы вынуждены отказать. А причина – это у нас, медики уже озвучили неоднократно, век компьютерных технологий. Молодые люди сейчас сидят за компьютерами. Если раньше можно было встретить, когда были актированы дни молодых людей на улице, из горки катающих, на санках, да, то теперь, к сожалению, вы в городе такого не увидите. Все люди сидят в социальных сетях, в контактах, переписываются, да, то есть если попросить дать ручку и написать письмо какое-нибудь, то, возможно, у некоторых молодых людей даже вызовет это проблему, потому что легче набрать смс-ку. Из этого выходит что? Когда острота зрения падает от -3, -4, то действительно они уже у нас не годны. Но есть шанс прооперироваться, но это сроки отодвигаются, то есть через год мы сможем рассмотреть данного кандидата, но это уже через год. То есть год она должна посвятить своему здоровью. Ну вот, в принципе, основные моменты как бы я осветил по состоянию здоровья поступающих.
Если есть вопросы, да. Значит, Иван Валерьевич, главное, чтобы еще и зрение было хорошее у всех, да, единицы, главное, чтобы мальчиков и у девочек. Да, главное, чтобы категория годности была А. Еще раз подчеркиваю, это годен к военной службе, абсолютно практически здоровый молодой человек, как и юноша, так и девушка. Почему? Потому что все-таки служба в вооруженных силах – это физическая нагрузка, это моральная нагрузка, да, то есть это очень большая нагрузка. Просто так пенсия там после выслуги 20 календарных дней не дается. То есть это все полностью отдача должна быть от человека. Во-первых, знания, здоровье, все это в совокупности дает шанс поступить в учебное заведение. Ну, значит, и уровень физического развития, конечно же, учитывается, да? Да, все это учитывается. А вот Я хотел остановиться. Да, какие еще для девушек могут быть ограничения? Вот низкий уровень физического развития, низкое зрение, а еще какие могут быть проблемы со здоровьем? Ну, проблем со здоровьем может быть много. Иногда одна из функций военных комиссариатов, которые мы сталкиваемся и проводили неоднократно совместно с Министерством обороны, то есть мы очень много выявляем заболевания, которых граждане даже не подозревают до 17-18 лет, что у них есть эта патология. Да? То есть вот одна из задач определения категории годности, то есть мы изучаем состояние всего организма. Если такая необходимость есть, я еще раз подчеркиваю, мы направляем в специализированное лечебное учреждение для уточнения диагноза, когда в простой жизни граждане просто на это внимание не обращают. Хорошо, спасибо, Иван Валерьевич. Еще какие-то дополнения будут? Я хотел, именно много вопросов задают по оценке уровня физической подготовленности кандидатов. То есть сейчас, если будут вступительные испытания, соответственно, у нас кандидаты, те, которые изъявили желание, они будут проходить именно проверку на уровень физической подготовленности. Мы предварительно, конечно, говорим это все, но сейчас необходимо будет уже начинать тренироваться, чтобы все это сдать. Значит, у нас кандидаты проверяются по 4 упражнениям. Это подтягивание на перекладине, девушки, наклоны туловища вперед, бег на 100 метров, бег на 3 километра для юношей, для девушек бег на 1 километр. Плавание 100 метров при наличии условий. Ну, сейчас мы знаем, что бассейны, наверное, закрыты будут, скорее всего, условий не будет. Результаты проверки представляются в приемную комиссию и хранятся до конца обучения кандидатов. Ну, условия выполнения упражнений я не буду, все понимают, что подтягивание как делается, как бег проводится. И, в принципе, вот по этим 4 упражнениям у нас дается оценка. Оценка – это баллы, то есть у нас, получается, по каждому упражнению идут баллы. Допустим, для девушек наклоны туловища вперед, 55 наклонов, если девушка сделала, это 100 баллов. Если сделала 18, это минимальная 26. Если ниже 18, соответственно, все, кандидат дальше не допускается. То есть если наклоны туловища меньше 18. Ну и то же самое по бегу. У девушек, допустим, на 100 метров 19,6 секунд. Это самый минимальный порог. То есть если меньше, то можно сразу уже будет отстранен от именно проверки уровня физической подготовленности. Хорошо, спасибо большое. Итак, уважаемые товарищи, мы заканчиваем с вами вебинар. Мы поблагодарим Дениса Владимировича и Ивана Валерьевича за достаточно подробные разъяснения. Но если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться, составить этот вопрос и обратиться по тем электронным адресам, которые были указаны в информационном письме. И мы тогда составим в институте целый блок вопросов и передадим уже для ответов в военный комиссариат. И нужно сказать, что сегодня на сайте Коми Республиканского института развития и образования в рубрике «Абитуриенту», информация абитуриенту, будет размещен полный список из 35 военных образовательных организаций Министерства обороны. Полный, который соответствует сегодняшнему времени, соответствует современным требованиям. Значит, еще раз повторю, он будет размещен на сайте Республиканского института развития образования. Пожалуйста, смотрите за информацией. Всего вам доброго, до свидания и успехов в реализации ваших жизненных планов. Здоровья. Всего хорошего.